В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. У жителей столицы есть возможность поставить прививку от COVID-19 рядом с домом. К акции «Ночь вакцинации» присоединились учреждения города. Искусственный интеллект Центра «Мои документы» помогает якутянам получать услуги. В селе Маган открылось интерактивное свободное пространство «Кворум». За минувшие сутки на территории республики выявили 276 новых случаев коронавируса. Так, 125 заболевших обнаружили в Якутске, 22 в Мирнинском районе, 20 в Алданском, 15 в Мегино-Кангаласском, 14 в Хангаласском районе. В Амгинском и Нерюнгринском районах зарегистрировали по 13 заболевших, в Ленском и Сунтарском районах по 8, в Намском и Нюрбинском районах по 6, в Жиганском, Кобяйском, Аймиконском, Алекминском и Усть-Алданском районах по 3. Кроме того, 4 случая зафиксировали в Вилюйском районе, 2 в Оленёкском, по 1 в Верхневилюйском, Горном, Момском, Тампонском и Чурапчинском районах. Минувшим вечером жители микрорайона 203 получили возможность поставить вакцину от коронавируса рядом с домом. Так, городская поликлиника номер 1 организовала ночь вакцинации в здании смарт-библиотеки. Тем, кто получил вакцину, предлагают бесплатную регистрацию на сайте Литрес. Такой же пункт открылся и в Гагаринском округе в здании Дома культуры имени Гагарина. Всем обратившимся выдается скидочный купон на новогодний детский утренник. Акция будет продолжаться и сегодня. Отметим, что на территории столицы также продолжают работать пункты вакцинации в Государственном цирке по рабочим дням с 18 до 9 вечера. Всем получившим прививку в цирке выдается купон со скидкой на представление. Кроме того, каждому 10-му прошедшему вакцинацию или ревакцинацию будет выдан абонемент или сертификат на разовое посещение учреждений спорта. И лечащие врачи сказали, ни в коем случае не получай. Вот. А теперь получается, что без этого кода, в частности, как говорится, ни туда и ни сюда. Такое ощущение у меня во всяком случае. И я решила, что, видимо, надо еще раз поговорить о том, что, может быть, поставят все-таки. Как-то я перенесу это дело, несмотря на свои хронические заболевания. Ну вот, поговорила дочь, и сказали, что сделаем. Ну, какой вид света это мне поставили? Лайт поставили. А республиканская больница номер 2 вот уже месяц предлагает всем желающим сделать флюорограмму, также пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Ежедневно с 8 до 20 часов на территории строительного рынка медики принимают горожан и гостей столицы. При себе необходимо иметь паспорт. Начали получать больше людей, чем первый раз. И те, которые там против были, почти начали получать все. Я вижу, вы работаете без компьютера, то есть вы заполняете только анкету. Да, здесь, и потом идем в больницу и там заполняем в компьютере. Тут просто компьютер не замешается, поэтому. В течение какого времени привитому уже приходит информация на государство? После второго гамма-ковида. Если не сейчас получаете, через 3 недели получает вторую, потом приходит. А если только лайт получает, то в течение 3 дней обычно приходит. Иногда через день сразу приходит. 1 декабря планируется открытие ледовой переправы через реку Вилюй. Следом 5 декабря будет открыта переправа через реку Алдан, Хандыга, Мегино-Алдан. И ориентировочный срок открытия ледового автозимника через реку Лену, Якутск, Нижний Бестях 5 января следующего года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова, дата открытия может быть скорректирована. Обманутые дольщики Мяриканова в Якутске, это долгострой по улице Каландрашвили, знает практически каждый. Напомню, застройщик «Северная строительная компания» в 2014-2015 годах заключил 39 договоров долевого участия с 48 гражданами на общую сумму 88 миллионов 800 тысяч рублей. Но строительство так и не завершил. Борьба людей за свои кровные квадратные метры длилась много лет. И вот, наконец, история подходит к концу. Подробности знает Дмитрий Тымыров.
Анастасия вместе с супругом вступили в долевое строительство еще в 2014 году. Но потом застройщик обанкротился. И вместо заселения в новую квартиру семью ожидали долгие судебные тяжбы. С тех пор прошло ровно 7 лет. Северная строительная компания предлагала квартиру в этом доме по доступной цене на тот момент. Но мы в ноябре 2014 года вступили в долевое строительство рассрочкой. До 2015 платили, все вовремя, примерно год платили, да. И когда началось, мы уже поняли, что процесс вообще никакой не идет, мы решили, у нас задолженность осталась 136 тысяч, и уже дело шло к банкротству. 2 года жильцы судились с застройщиком и бились за право, чтобы их признали обманутыми дольщиками. И вот в 2016 году их внесли в этот список. Тогда же, с согласия Минстроя России, в рамках процедуры банкротства была произведена замена на нового застройщика. Акционерное общество «Якутпромстрой» принял на себя все обязательства по завершению строительства многострадального объекта. Объект нам предложил в то время работавший министром Моргунов Павел Анатольевич, предложил рассмотреть данный объект с переходом к застройщику по законодательству о банкротстве с предоставлением компенсационного участка. На то время у нас был на примете участок, и мы решили для себя, что это не будет в убыток, потому что все-таки акционерное общество – коммерческая структура. И взялись за оформление. Помимо документации предстояла большая работа с подрядчиками. Оказалось, что Северная строительная компания не только обанкротилась сама, но и не заплатила субподрядным организациям. И только благодаря поддержке региональных властей удалось закрыть все проблемные зоны. Проблема была по объекту в том, что недостаточно было исполнительной документации, так как предыдущий застройщик противодействовал и в полном объеме документацию не передал. Были неоплаченные работы у субподрядных организаций, которые на сегодняшний день геопроект, они до сих пор остались от предыдущего застройщика неоплаченными, и при этом уже мы им оплачиваем за то, что восстанавливаем систему охлаждения грунтов. Сегодня совместно с гражданами проводим осмотр дома номер 38 по улице Каландришвили. Участвуют иные заинтересованные ведомства. В принципе, строительные работы выполнены, ведется окончательная приемка, и в ближайшее время люди получат ключи от долгожданных квартир. Этот пример показывает, что конструктивный диалог бизнеса и органов государственной власти приводит к конкретному разрешению проблем граждан. Кроме того, отмечу, что ранее по факту злоупотреблений правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение по которому нами утверждено и в настоящее время направлено для рассмотрения в Якутский городской суд. По плану многолетнее строительство должно было завершиться в следующем году. Однако благодаря упорной и кропотливой работе строителей объект будет сдан уже в декабре. То есть ключи дольщики получат буквально через пару недель. И, наконец, встретят Новый год в новых квартирах. Между тем, власти региона продолжают работу с обманутыми дольщиками. На сегодняшний момент в едином реестре проблемных объектов у нас числится всего 10 проблемных объектов, 9 застройщиков, из них 8 многоквартирных жилых домов и 2 объекта нежилого назначения. Всего у нас заключено по этим проблемным объектам 552 договора долевого участия. В целом задача министерства до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками в регионе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Получать госуслуги якутянам стало еще удобнее благодаря внедрению в работу Центра «Мои документы» искусственного интеллекта. Умный помощник Татьяна, названный в честь первого руководителя МФЦ Татьяны Гладковой, приступил к работе. Сегодня Татьяна консультирует якутян по популярным государственным и муниципальным услугам. С августа этого года умный помощник научился записывать граждан на прием в любой офис Центра по всей республике. За это время с ее помощью на прием записались более 2600 человек, обработано порядка 30 тысяч запросов якутян. А осенью Татьяна начала изучать якутский язык и уже умеет распознавать 137 национальных имен.
В Доме культуры «Ритм» села Маган состоялось открытие интерактивного свободного пространства «Кворум». Оборудованные помещения предназначены для коллективной творческой работы, мастер-классов, курсов и различных тематических мероприятий как среди детей, так и взрослого населения. Проект был реализован в рамках программы «Креативная перезагрузка» Окружного центра народного творчества. Согласно ей, до 2032 года будут оборудованы еще 16 креативных пространств в домах культуры городского округа город Якутск. Раньше эти комнаты использовались для занятий хора и ансамблей. Нагрузки на помещения были небольшими, поэтому они часто пустовали. Теперь в новом креативном пространстве бесперебойно проводятся мастер-классы, различные курсы и тематические мероприятия. План расписан до конца текущего года. Созидать в новом пространстве будут не только дети, но и их родители. Мама вот приводит ребенка сюда, ребенок хочет здесь чем-то позаниматься. И мама, она же сама не будет сидеть там за дверью и ждать. Мы ее тоже привлекаем, чтобы и мама тоже здесь нашла себе занятие по душе. В итоге получается, мама занимается или сама, или с ребенком. Это сказывается очень на благополучии села. Сотрудники Дома культуры отмечают, что яркое и креативное оформление помещений положительно сказывается на продуктивности работы и общем настроении участников творческой работы. Когда здесь были только зеленые стены, ничего не давало, никаких фантазий, дети сидят нудные, ничего не делают. Вот поэтому, когда вот дети начинают уже ходить сюда, заходят, сидят, смотрят, фантазии набираются и уже приступают к новым работам. Обустройство помещений было проведено в рамках реализации программы «Креативная перезагрузка» Окружного центра народного творчества Якутска. Сотрудники центра уверены, что дома культуры нуждаются в расширении спектра задач путем внедрения креативных пространств. Он должен приумножать человеческий капитал, как говорится, да, и именно обогащать творческий потенциал населения, выявлять творчество, и оно хранится у детей, у молодежи. И у нас главная миссия работника культуры – это вот именно создать те условия, да, для культурного развития населения, в котором ты находишься. Креативное пространство в Маганском доме культуры стало первым объектом программы, введенным в эксплуатацию. Планируется, что до 2032 года подобные креативные зоны появятся и в остальных 16 филиалах Центра народного творчества. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Маган, Якутск. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» сыграл в ничью с сургутским «Факелом» в матче 9-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 3-3. В составе якутян дублем отметился Афанасий Федоров. Еще один мяч забил Максим Юсупов. У «Факела» дважды отличился Тимур Сафин. Одно взятие ворот провел Максим Чернуха. После этой игры «Заря» располагается на 8-й строке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 11 очков. В 10-м туре якутяне сойдутся с саратовским «Спартаком». Матч состоится 27 ноября. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.